Бесконечные очереди у ворот столичных школ. Родители занимают место еще задолго до начала учебного года. Родители дошкольников дежурили сутками возле учебных заведений даже в самые сильные морозы. Все, чтобы ребенок мог пойти учиться в определенное образовательное учреждение. Но даже это не гарантировало того, что ребенок попадет в желаемую школу. Ведь могло просто не хватить места. 9 число на 141 человек уже. Уже сегодня тоже люди подходили и записываются. Это добровольное волеизъявление инициативной группы родителей, которая самоорганизована и которая здесь дежурит. Я обращаю внимание, что здесь все родители, мы прикрепленные за данной территорией, да, и как бы все наши дети тоже имеют право. И если вот сегодня говорить, что мы действуем вне закона, это неправильно. После внедрения системы электронной записи ситуация изменилась. Все эти очереди перешли в интернет. Электронная запись позволяет обеспечить комфорт получения услуги, а также открытость и прозрачность системы зачисления детей в школы. У нас изменения с 1 апреля только через госуслуги. Родитель заходит в свой личный кабинет и пишет заявление. То есть с 20 марта у нас открылся черновик на госуслугах, то есть родители заходили и написали заявление заранее. Потом 1 апреля уже нажимали кнопку «Отправить». Якутск – самый быстро растущий город во всем Дальнем Востоке. Его население уже достигло порядка 380 тысяч человек. Это связано в том числе с высоким показателем рождаемости. Так, за прошлый год в Якутске родилось около 5000 детей. Помимо этого, в столице региона высокий миграционный прирост из других улусов республики, регионов России и даже других стран. Следовательно, быстрыми темпами растет и количество школьников. Ежегодно в столичные школы идут более 5000 первоклассников. Сегодня в Якутске 53 учреждения общего образования, в которых учатся более 52 тысяч детей. Чтобы успевать за приростом количества школьников, ведется активная работа по увеличению количества учебных мест. С 2018 года в столице республики построены 8 новых зданий школ, выкуплены и реконструированы здания для 4, а также введены 3 пристроя по масштабам, практически не уступающие самим школам. В 2020 году в Якутске открылась первая на Дальнем Востоке арктическая школа международного уровня. Учебный процесс в ней ведется на 3 языках – якутском, русском и английском. Здесь есть все условия для всестороннего развития детей. Бассейн, актовый зал на 194 места, конференц-зал на 30 мест, столовая на 110 мест, спортивные и хореографические залы, планетарий, видеостудия. В учебных кабинетах имеются интерактивные сенсорные доски и другое оборудование, отвечающее самым современным образовательным стандартам. Для школьников, приехавших из районов республики, предусмотрен интернат на 80 мест. Я поступила в МАШ, и когда я сюда пришла, то есть сразу почувствовалась разница, что с моим поселком сравнивать, что сравнивать с МАШ, то есть это огромная разница. Когда здесь множество возможностей, здесь ты можешь научиться всему, чему хочешь и всему, чему хотел. В моей школе училось от силы 30 человек во всей школе. Сейчас в классе у нас учатся по 18 человек, по 20 в одном классе. То есть у меня почти как один класс в этой школе была вся школа. И вот эта вот разница в том, что тут очень много людей, что тут много детей, разные учителя, то есть что сам город, он большой, школа большая, трехэтажная, что тут есть все, то есть для того, чтобы ты смог нормально, то есть адаптироваться в жизни, чтобы ты в будущем мог стать успешным. Также в этом году начинает свою работу одна из самых больших школ Якутии, построенная в рамках национального проекта образования и республиканского проекта «Современная школа». Новое образовательное учреждение находится в районе микрорайона Прометей. В новом здании 2 спортивных зала, актовый театральный зал на 250 мест с гримерной и инвентарной комнатами, мастерские, лаборатории компьютерной графики и робототехники, химии, физики, библиотека, медицинский блок, конференц-зал и даже ботанический сад.
Школа оснащена самым современным оборудованием. Это интерактивные доски, ноутбуки, квадрокоптеры, компьютеры, а центр экспериментирования и моделирования оснащен шлемами для виртуальной реальности, 3D-принтерами, конструкторами для программирования и другими необходимыми для творчества и занятий приборами. На территории школы есть беговая дорожка, волейбольная, баскетбольная, футбольные поля и воркаут-площадка. И были очень сильно удивлены тому, что в школе сделан упор на современные технологии, на IT-технологии. И очень сильно надеемся, что в этой школе наш ребенок получит качественное современное образование. Ну и вот о том, как вы успели подать заявление 1 апреля. Вот немножко о подготовке, может быть, к этому, как вы к этому пришли и как это произошло. Ну да, мы, конечно же, услышали первым делом, что нужно подавать через госуслуги, через приложение заявление, да. Оформили его очень просто в самом приложении, боту написали. В госуслугах на самом деле зарегистрироваться очень легко, нужно всего лишь создать черновик. И 1 апреля мы 9 утра очень так долго ждали, волновались и нажали кнопочку. И все, этим дело завершилось, и теперь мы будем с радостью ожидать поступления в школу. Набраны высокие темпы по строительству новых школ. Сейчас в Якутске параллельно строится 6 школ, что является абсолютным рекордом. И в ближайшее время планируется только нарастить эти объемы. Так, до 2032 года должно быть построено дополнительно еще 12 школ и 5 пристроев. В реализации мастер-плана мы сегодня учитываем строительство новых школ в опережающем темпе перед жильем. То есть сегодня в том же квартале «Звездный» строится рядом школа на 990 мест. Такая же школа, как построенная рядом с кварталом «Прометей». Планируется строительство школы и в северном направлении, это рядом с микрорайоном Северным, выделенным для многодетных семей. В целом в мастер-плане мы должны построить школ на 17 тысяч ученических мест. Это огромный объем. Эту задачу мы должны выполнить в течение ближайших 10 лет. Сейчас дошкольные образовательные учреждения уже охватывают более 23 тысяч детей. Помимо этого, должно быть открыто еще 5 тысяч дополнительных мест в детских садах Якутска. Сегодня ведется планомерная работа, чтобы достичь этих результатов. Так, за последние годы в Якутске построено 8 новых детских садов. Важно не просто обеспечить детей местом в детском саду или школе. Первостепенной задачей является обеспечить качественным образованием. Для этого принимается множество мер. В 2022 году в связи со столетием Якутской АССР глава города присудил 100 стипендий лучшим учащимся в размере 100 тысяч рублей. Также с 2023 года поощряются лучшие учителя, подготовившие выпускников 100-бальников по ЕГЭ. Кроме этого, особое внимание уделяется развитию образования на родном языке. С этого года присуждается премия в размере 100 тысяч рублей 3 лучшим учителям якутского языка и культуры, а также воспитателям дошкольных образовательных учреждений. Принимаемые меры имеют вполне осязаемый результат. Ежегодно десятки якутских школьников сдают единый государственный экзамен по разным предметам на высший балл. Это вселяет уверенность в то, что выбран правильный курс по развитию образования.